В актовом зале Министерства внутренних дел состоялась пресс-конференция, на которой перед журналистами выступили заместители и руководитель органов предварительного следствия. В начале апреля эта структура отметит полувековой юбилей. К этой дате среди учащихся 9 и 11 классов республики был объявлен конкурс на лучшее сочинение по теме «Если бы я был следователем». Всего в оргкомитет поступило более 80 сочинений. Жюри было сформировано из сотрудников Следственного управления и учителей русского языка и литературы. Самым достойным рассуждением на тему работы следователя было выбрано сочинение ученика Трускляйской школы Рузаевского района Дениса Кулясова. Вторые и третьи места распределились между учеником 26-го лицея города Саранск Андреем Кубанцевым и ученицей Тархановской школы Чалковского района Ксенией Буянкиной. Когда я начал писать сочинение как хочу быть следователем, я заинтересовался как к этой профессии. Понял, что это опасная и очень опасная работа. Я не знаю, все еще впереди. Второе место тоже призовое, и разницы между дипломом первой степени и второй степени особо нет, так как подарок был получен идентичный, то есть никакого сожаления нету. Я уже выбрал, куда я пойду на юридический факультет. Профессия следователь мне будет близка. После торжественной части представители Следственного управления МВД приступили к рабочему докладу. Руководитель Сергей Торопов подытожил нелегкую работу подразделения за минувший год и рассказал, какие дела поступили в производство совсем недавно. В основном это уголовные дела, связанные с разбойными нападениями, вымогательством и организованной преступностью. Сегодня организованность преступности уже не та, что было 5 лет назад или, например, в 90-х годах. Активность преступных группировок и их влияние на состояние криминогенной обстановки в республике сведено до минимума, так как большинство лидеров и участников преступных сообществ осуждены, отбывают наказание в местах лишения свободы. Из доклада в дискуссию с журналистами превратилось обсуждение темы коррупции в сфере ЖКХ. Особенно это коснулось Саранской дирекции коммунального хозяйства и благоустройства. В феврале арестовали заместителя руководителя Евгения Ермаченкова, который обвиняется по части 3 статьи 159 «Хищению чужого имущества путем мошенничества с использованием своего служебного положения». Следствие установило, что он с подельниками украл 200 тысяч бюджетных рублей. Так совпало, что через некоторое время сам директор коммунальной службы Юрий Филев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Совпадение ли это или закономерность, следствие разбирается. Основная схема хищения заключалась в том, что работниками дирекции коммунального хозяйства путем составления подложных документов о выполнении определенных работ, либо опять же составление документов о выполнении работ в большем объеме, чем они на самом деле выполнены. Денежные средства перечислялись на счета данных организаций, затем либо они сразу обналичивались со счетов данных организаций, либо перечислялись далее через несколько организаций. В конечном итоге они все все-таки были обналичены. Многие из дел, которые расследовали или расследуют сотрудники Следственного управления МВД, имеют широкий общественный резонанс, поскольку касаются каждого жителя региона. Так раскрыты хищения в Почте России, детских садах, спортивном учреждении, в сфере торговли и обслуживания населения. Впрочем, главное, что перед судом уже предстали и предстанут в ближайшее время лидеры организованных преступных групп, долгое время державшие в страхе целый регион и нанесшие большой ущерб экономике Мордовии. Закон суров, но это закон. Этим принципом уже 50 лет руководствуется следствие МВД республики. Екатерина Ямайкина, Игорь Дударов. Происшествие. 10 канал. Теперь